Литва, Латвия, Эстония, Польша и Чехия обратились к Европейской комиссии с призывом запретить импорт зерна из Беларуси и России в Евросоюз. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Москва ударила по Киеву. Массированный обстрел украинской столицы произошел впервые за последние 44 дня. Они осуществляли так называемый звездный удар. РДК «Легион Свобода России» и Сибирский батальон обещают продолжить наступление на территории России и обещают новые удары возмездия. Так что наша освободительная операция на территории Родины будет продолжаться. Москва угрожает Франции уничтожить ее войска, Европа тем временем готовится к войне. Мы должны практиковаться, нам нужны такие масштабы. Всем привет, друзья! Для того, чтобы правда доходила до еще большего количества людей, крайне важна активность и интерес каждого из вас. Лайки, комментарии, подписки и репосты помогают нашим видео оставаться в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. Впервые за 44 дня Россия нанесла массированный ракетный удар по Киеву. Украинская столица стала основным направлением удара. Оккупанты били ракетами «Искандер-М» и «Кинжалом». Кроме того, из 11 стратегических бомбардировщиков запустили 29 крылатых ракет. В воздушных силах ВСУ говорят, что пуски осуществлялись из районов Волгодонска и военного аэродрома Энгельс, который днем ранее подвергся атаке дронов. По информации украинского командования, все ракеты были сбиты. Они осуществляли так называемый звездный удар, когда маршруты и вход в зону противовоздушной обороны, в данном случае Киева, как объекта, ну и не только, то есть это большой площадной объект, однако они выбирают из высокоточного своего оружия по конкретным объектам внутри. Это касается не всех средств, но те, которые могут, они стараются все-таки вот таким образом организовать. Но главное, что по прикрываемому объекту с разных сторон, я это подчеркиваю, так прокладываются маршруты, одновременно заходят средства воздушного нападения, и это называется звездным ударом. Из-за падения обломков ракет в Киевской области повреждены 47 частных домов. На момент записи выпуска было известно о 4 пострадавших. В самом Киеве также есть разрушения, в частности в учебных заведениях и многоквартирных домах. Как минимум 13 человек получили ранения, среди них девочка-подросток. По данным Киевской городской администрации, во время атаки в столичном метро укрывались от обстрелов 25 тысяч людей. Из них 3 тысячи – это дети. Так як воно вже і 2 роки триває, тобто це безжальне знищення українців і атака мирного населення, яке просто спало, дякуючи нашим силам ППО, які забезпечили того, що прилетіла не ракета в будинок, а лише її збита частина. Тому саме завдячуючи цьому ми живі. На обстрелы, которые в России назвали ударами по центру принятия решения, отреагировала посол США в Украине Бриджит Бринк. Она считает, что это ответный удар Москвы после того, как в Киеве побывал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он приехал в украинскую столицу с необъявленным визитом. Говорил, что украинцы должны верить в США, а США верить в Украину. Также Салливан считает, что Россия уже проиграла в этой войне. Только на прошлой неделе мы объявили с трибуны Белого дома о новом пакете военной помощи на сумму $300 миллионов. Это и боеприпасы, и средства ПВО, и другие критически важные поставки, которые сейчас нужны на передовой. И мы спешим доставить вам все это вооружение. Поэтому мы сделаем все, что в наших силах, чтобы и дальше поддерживать Украину. Жители Белгородской области также сполна вовлечены в так называемую СВО. В самом Белгороде утром прозвучала серия взрывов. Губернатор Гладков говорит, что ПВО работало, но, судя по прилетам, не доработало. Есть повреждения жилых домов, известно о пострадавших. Также были обстрелы и в населенных пунктах области. Жителей, мужеством которых восхищался Путин, просят немедленно покинуть свои дома. Обращаюсь к тем, кто остался в округе. Ситуация продолжает оставаться напряженной. Прошу вас принять правильное решение и временно покинуть территорию городского округа. Коллеги из Ярославской области готовы принять грайворонцев.
В Легионе «Свобода Россия» заявили, что удар по Белгороду – это ответ на действия оккупантов. После сегодняшней ночной атаки по Киеву подразделения Легиона «Свобода России» нанесли также удар ударными беспилотниками по Белгороду. Сегодняшняя утренняя информация, что 9 военнослужащих, находившихся на военном объекте, по которому мы нанесли удар, были уничтожены, и 5 человек, 5 членов, там некие добровольческие формирования также были уничтожены. Соответственно, как Легион говорил, за каждый удар по Харькову мы будем наносить в ответ удары по Белгороду. Так что наша освободительная операция на территории Родины будет продолжаться. Россияне счастливы от того, что Путин еще 6 лет будет в Кремле. Это событие вызывает у русского народа надежду, радость и воодушевление. В этом убеждает Всероссийский центр изучения общественного мнения. Так называемыми выборами, кстати, согласно данным ВЦИОМ, россияне тоже вполне довольны и считают, что они прошли честно. В ЦИК РФ в четверг назвали явку рекордной, добавили, что это исторический показатель, который говорит о демократичности события. Самовыдвиженец Путин уже окончательно внезапно победил. 76 миллионов 277 тысяч 708 избирателей проголосовали за Владимира Владимировича Путина. То есть это вот результат, такой же остался 87,28% от числа избирателей, принятых участие в голосовании. Российская маскировка не спасет армию оккупантов от потерь. В Минобороны Великобритании оценили усилия кремлевской армии сохранить самолеты и корабли от атак ВСУ. И показали спутниковые снимки, которые говорят о том, что РФ рисует не только самолеты на своих аэродромах, а еще и Черноморский флот. Например, в Новороссийске россияне нарисовали подводную лодку. Пользуются также специальными макетами, которые якобы должны запутать украинских операторов БПЛА. Кроме того, по данным разведки Британии, нос и корма кораблей ЧФ РФ выкрашены в черный цвет, чтобы суда выглядели меньше и не были столь привлекательными для обстрелов. Они сейчас по большей части находятся в своих официально признанных портах, да, то есть в портах Новороссийска, возле побережья, которое считается пока что российским. И да, конечно, в бухте их достать сложнее, потому что там есть те же самые боновые заграждения, потому что там есть стационарные посты, то есть можно охранять эти объекты с суши, но ситуация выходит такая немного комичная, то есть корабли, которые должны охранять сушу, на самом деле охраняются сушей. Вот. Поэтому, да, сложно, и недаром они не выходят в море. То есть вырабатывают, по-видимому, какую-то тактику, ищут какие-то решения. Ну, тоже промежуточный вариант мы уже имеем. 200 миллионов евро на беспилотники и 150 миллионов евро на боеприпасы обещают выделить Украине Нидерланды. В Киеве и Днепре побывала министр обороны этой страны и говорит, что в планах закупка необходимого вооружения для F-16. Тем временем Нидерланды принимают участие в самых масштабных учениях НАТО. Мы должны практиковаться, нам нужны такие масштабы. То, что происходит в Украине, это ужасно, и мы должны быть к этому готовы. А для этого нужны новые большие подразделения, больше людей. Если мы хотим не допустить войну, то мы должны показать, что к ней готовы. Поэтому эти учения очень важны. В России при этом до сих пор многих лихорадит после слов Макрона о возможном размещении западных войск в Украине. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в интервью французскому телевидению заявил, что Москва будет убивать солдат Парижа, если те придут на помощь Украине. Продолжил угрожать Макрону и Песков. В любом случае, мы уже неоднократно говорили, что направление каких-то иностранных воинских контингентов на Украину чревато очень негативными и вплоть до непоправимых последствий. Подключилась также и тяжелая артиллерия в виде отрядов Путина, которые также угрожают Макрону, и вы не поверите, обещают отправить его в СУП. Очевидно же, что после этих заявлений французский президент откажется от своих планов. Макрон, разбирайся в своей стране со своими лягушками и корми своих людей, а мы сами разберемся на Украине.
Пациент компании Neuralink, которому вживили уникальный чип в мозг, сыграл в шахматы благодаря силе мысли. Нолан Тарбо парализован ниже плеч после неудачного прыжка в воду, однако теперь это не мешает ему, например, 8 часов подряд не отрываться от компьютера и наслаждаться компьютерными играми. Собственно, этому помогает нейрочип от Илона Маска. Операцию по вживлению устройства в мозг прошла очень быстро и успешно. Размер этого чипа сравним с размером монеты. С помощью микроскопических проводков он считывает активность нейронов и передает беспроводной сигнал компьютеру. Да, я люблю играть в шахматы, и теперь благодаря вам, компании Neuralink, я могу это делать. Теперь я играю с помощью моего мозга. Если вы все видите, как курсор перемещается по экрану, то это все делаю я. Вы согласны, что это круто? На этом пока все. Если вам нравится наша работа, вы можете поддержать ее кнопкой «Спасибо» под роликом или стать постоянным спонсором канала. А мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо за доверие и за то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.